И знаете, сколько людей вокруг мне говорили, что не выйдет. Не получится, мужик. Ну, как бы, ты же не автор. Ребят, всем привет, всем салам алейкум. Угадайте, куда я еду. Сегодня в 7 часов вечера встреча для своих у Дмитрия Портнягина на Новом Арбате. Я еду туда. Мне очень интересно, что там будет происходить. Если получится, конечно, такую возможность, задам какой-нибудь интересный вопрос Дмитрию Портнягину. Ну, в общем, ребят, я еду туда. Сейчас посмотрим с этого, что выйдет. Постараюсь, может быть, ну, многие из вас знают, кто это. Это известный видеоблогер, бизнесмен, №1 в России. Ну, в интернете так написано, я не знаю. Но я-то подписан на него, смотрю иногда. Ну, еще какой человек он по жизни, по интернету я ничего не могу сказать. Поэтому, ну, мое мнение, то, что я о него думаю, про него, да, как бы хороший человек, позитивный. Рассказывает о своих вот этих движениях, как он зарабатывает, как он двигается, как цели поставит и так далее. Ну вот и мне интересно, я еду туда. Давайте, ребят, посмотрим это видео до конца. Обязательно сначала поставим один лайк, ну, ради Портнягина, и второй ради меня. Вот, 2 лайка и все. Ну, можете ради меня поставить, ради него не ставить, или наоборот. Погнали! Друзья, как я понял, то что в центре Москвы мне сейчас негде будет припарковаться, я машину оставил там и сейчас заказываю такси уже и поеду, наверное, на такси до Арбата, до Нового Арбата, по-другому никак. Я на Таганке, по-моему. Едем. Да, я через дороги стоял просто, вот видите уже. В общем, ребят, я сел уже на Kia Optima, мне повезло. Я что принял заказ на экономию? Я сначала заказывал. Я выключил эконом. Он у меня выключил. В смысле? Эконом включен. Я его выключал. Я на Ленинградке, я его выключал. Ну не знаю тогда. Что заказы такие дешевые идут у меня? Ну на экономию вы сейчас катаетесь. Поехали там недалеко, брать. Да, поехали, не вопрос. В общем, я успею, надеюсь. Что-то все бегут и бегут. Непонятно куда. Тоже к Портнягину? Тоже к Портнягину. Все с камерами. Да, здорово. Что происходит? Я не знаю. А где он? Тебя как зовут? Тимур. Тимур. Меня Привет, зовут Ваня. привет. Очень приятно. Что снимаешь? Влог. Ну, понятно, о чем. Типа я приехал в Москву, вся такая движуха. Откуда приехал? Тульская область. Молодец. Ну и как получается? Да, потихоньку. Ребят, Тимур Хусайнов. Снимаю все о жизни в Москве, иммиграционная тема. Все здесь. О. Ребят, столько народа. И вот выстраивание отношений... Спасибо, давайте 2-3 вопроса. Давайте. Андрей, вы будете, да? Да, я кабанчиком метну здесь центральную часть. Дим, спасибо за встречу. Вопрос такой. Ты в первой книге писал, что ушел на первом курсе или после первого курса, потом у тебя все закрутилось. Но меня волнует такой вопрос, как ты решил вопрос с армией? Как думаешь, стоит ли идти, не стоит? Школа хорошая, но лучше пройти заочно, да? Кто решал вопрос с армией? Поднимите руку. Ну вот, видишь, сколько людей, можешь спросить у них. Вот. Мне часто задают этот вопрос, мне часто задают вопрос про высшее образование, и часто задают вопрос про то, что, ну, там, типа, армия. Я считаю, что ты сам принимаешь решение, что тебе делать в этой жизни. Ты сам принимаешь решение, на что тратить свое время. Хочешь на это, хочешь на другое. Хочешь на образование, хочешь на спорт, хочешь на бухло, хочешь на армию. Но вопрос здесь только в тебе. И я в своем случае, например, я бросил университет после первого курса. И конкретно вот в том городе, в том университете, в котором я учился, я не пожалел вообще. Потому что все это время я занимался бизнесом. И, соответственно, с армией то же самое. Что я потерял, я не знаю. Я, наверное, только приобрел. 100%. Угу. Спасибо. Да, давайте с этого края.
А до нас дойдете? Попробую. Спасибо, Дим, за встречу. Очень хотелось увидеть тебя вживую. У меня вопрос. Ты уже покорил 5 вершин из 7. Какая цель будет дальше? Просто бывают такие моменты, когда ты достигаешь определенной высоты и упираешься в потолок. Что ты делаешь в эти моменты? Вот что будет с 7 вершинами? Что будет после них? Смотри, это офигенный вопрос, который ты задаешь. Типа, что делать с целью, когда ты ее уже выполнил или когда... Я делаю так. Как только я подхожу к выполнению этой цели, я примерно понимаю, что я буду делать дальше. И я стараюсь ставить еще одну цель и закидывать ее дальше, чем ту, которую я поставил. Я не очень хочу продолжать ходить в горы. Я посчитал, что я был 9 раз в горах. И среди этих вершин были Килиманджаро, Арисаба, базовый лагерь Эвереста. Дважды я был в Непале. И Монблан был. И, короче, куча разных вершин. И самая высокая, конечно, были почти 6000 метров. Я понимаю, что сейчас, выполняя, например, Чили и Антарктиду, а Чили это 7000 метров, Антарктида там 4 с лишним, я закрываю 7 вулканов, таких людей меньше 1000 на планете, которые сделали это, и для меня этого будет достаточно. Если я захочу, например, двигаться по спорту, хотя эта тема мне вообще не заходит, ну то есть, короче, мы же всегда, у нас есть правила определенные, что мы делаем только то, что двигает нас к достижению цели. Правильно же? Ну, типа, зачем делать все остальное, когда это не ведет тебя к выполнению цели, это просто ждешь в лужу, короче. Я, когда хотел заниматься спортом, вы видели, сколько раз я сливался со спортом. Ironman у меня там был, я хотел, все, я занимался, у меня были тренера, все, я страдал, все это делал. Ну, даже немножко у меня начинало получаться что-то, я, может быть, но у меня всегда возникает вопрос в голове, нахрена мне это надо? Вот прикинь, я иду на спорт и задаю себе вопрос, зачем мне это нужно? Энергии у меня и так хватает, здоровье у меня, тьфу-тьфу-тьфу, пока ничего с ним не происходит. Выгляжу, ну да, я толстоват, у меня есть там... У меня есть пузо, у меня щеки, я всегда стараюсь держать телефон повыше, чтобы не видно было моего третьего подбородка. Но это немножко меня как бы затормаживает. Но как бы я этого просто не делаю. Поэтому с точки зрения спорта, буду ли я что-то делать, наверное, нет. Потому что для меня горы, например, это не спорт. Это больше такая штука, ну он как один из инструментов личностного роста. Я расту только тогда, когда я преодолеваю себя. В первой книге я рассказывал, в первой главе, о том, что моя точка роста – это страдание. У меня есть астролог, к которому я хожу, Паша Андреев, и он мне говорит: Дима, в твоей жизни тебе никогда не будет везти. Ну, везение – это не твоя тема. Ты всегда должен упорством, трудом добиваться результатов, и только тогда они у тебя будут. Поэтому я согласился с тем, что иногда я буду страдать для того, чтобы расти. Поэтому в горы делаем эту цель. Если что-то еще интересное откроется, посмотрим. Пока у меня нет понимания. Мама меня на Эверест не пускает. Поэтому я, к сожалению, самую высокую точку в мире, наверное, не возьму. А хотя, хрен его знает, может она передумает. Она сказала: только через мой труп. Да, здесь по центру вопрос. Дмитрий, здравствуйте, спасибо большое за встречу. Я буквально сегодня приехал из Ростова специально сюда, вот у меня билетики есть даже, и улечу. Меня зовут Алексей Пронягин, спасибо, что раскачали фамилию, иногда меня пускают на форумы бесплатно за счет этого. Пронягин. У меня вопрос такой, вот представь, да, что ты вот на сегодняшний момент, да, у тебя остаются мозги, все, что ты наработал в опыте, у тебя есть, но ты полностью нонейм, у тебя нету бизнесов, ничего. Какие шаги бы ты делал бы для того, чтобы финансово снова стать независимым? То есть ты не закрылся, не в долги ушел, а просто считай так в фильме, знаешь, пришел волшебник и отправил тебя в другую миру. Спасибо. То, что ты мне оставил опыт, это ты мне дал вообще все. А так бы зачем? Ты мне развязал руки, ноги, ты мне дал вообще все, чтобы все заново сделать. Я тебе так скажу, за 12 лет в бизнесе я много раз падал. Падал так, что обнулялся. И на моем счету таких падений было примерно 5. Вот когда я падал так, что у меня был какой-нибудь либо огромный долг, либо какая-нибудь, задница, либо все сначала. Вот я, например, переезжал из Благовещенска в Китай, вы помните, по моим книгам,
Потом из Китая я переехал в Москву. Это постоянное обнуление, это ты начинаешь жизнь заново по факту. Ты перестраиваешь бизнес, пересобираешь все, рынок рухнул, ты начинаешь уходить в другую нишу. Короче, я это делаю время от времени. Но я стараюсь к этому быть готовым. А как готовым? Я запускаю постоянно новые какие-то продукты, которые не дадут возможности мне обнулиться и совсем уйти там в минуса, например, если что-то пойдет не так. Я постоянно развиваюсь, я примерно понимаю, что происходит. Я нарабатываю свой список контактов, связей, которые мне тоже очень сильно помогут, если мне что-то потребуется. Поэтому я в таких ситуациях был много раз, и ничего страшного в этом нет. Садишься с трезвой головой, вздыхаешь, говоришь: так, здравствуйте, добро пожаловать, вот эти трудности, сложности, задница какая-то в мою жизнь. Сейчас мы с вами будем разбираться, что нам для этого требуется, какие нам нужны люди, сколько нам потребуется денег, что нам стратегически нужно сделать, сколько нам надо потерять людей, сколько нам нужно новых людей. Ну и, соответственно, ты начинаешь исходить уже из ситуации и простраивать хоть какую-то стратегию. Ничего сложного в этом нет. Пробовать дальше создавать. Я бы мог на самом деле улететь куда-нибудь в другую страну и ничего не делать. Ну, глобально, в принципе, у меня уже все есть, что мне нужно. Но я не могу этого сделать. Я буду постоянно, возможно, обнуляться и приходить к чему-то новому для того, чтобы достигнуть нового результата. Поэтому как-то так. Не боюсь этого, и если у меня будет опыт, если у меня будут те связи, которые у меня сейчас есть, мне вообще не страшно сделать это, потому что я это проходил много раз. Не думай, что у меня все было, все вот так вот шло, и я постоянно только развивался, и всегда у меня были бабки. Но это не так. Любой предприниматель, наверное, меня поддержит, и такие ситуации были. Слушайте, если бы уж начали разговаривать с категориями «если бы да кабы», вот если была бы возможность одну из 3 книг отвести туда Дмитрию, который бросает первый курс. Первая часть 100%. Первую часть книги я писал для вот этого 18-летнего Димы Портнягина из региона, который вот сейчас вот принимает решение, а что делать вообще. Университет, армия, типа, ну, где жить, чем заниматься, что развивать, что пошагово начинать делать. 100% первая часть книги, она почему и самая популярная, почему она до сих пор такой лонгсейл прям мощный. Потому что вот молодежь ее читает в регионах и видит себя в ней. И мне пишут об этом и говорят: слушай, я читаю книгу и чувствую, что я прям вот на этом пути конкретно, вот на этом отрезке жизни, это про меня, и это отзывается. Поэтому как-то так. Спасибо, давай. Дмитрий, привет. Привет. Меня зовут Павел, смотри, есть пушечное предложение для твоего канала. 2 парня приехали учиться в Москву и заработали за пару месяцев 1 000 000 на бизнесе. Я понял. А я здесь при чем? Для канала, для YouTube канала. Ты уже сделал это? В процессе есть в идеи, процессе. как заработать, но серьезно. Уже все разработано. Гениальная, наверное, идея. 100% стрельнет. Но стрельнет 100%. Смотри, когда мне люди предлагают, типа, давай я стану Ромой Курочка, ну, я просто утрированно говорю. Ну, это значит, что вы хотите просто сложить на меня свою ответственность. А по факту это как бы для тебя действительно очень крутая возможность. Я от этого ничего не получу, кроме геморроя, я тебе сразу скажу. Потому что я буду нести ответственность за твой результат, по-любому. И меня потом за тебя спросят. Если ты не выполнишь этого 1 000 000, а ты хочешь его, как я понимаю, выполнить, ну тогда ты его не достигнешь. 100%. Короче, смотри, не факт, что ты его достигнешь раз, не факт, что я помогу тебе достигнуть этот 1 2 000 000, и мне это не интересно с точки зрения бизнеса и развития канала 3. Предложение не пушечное. Да, спасибо, давайте. Было бы оно пушечное, я бы его принял. Оно не пушечное. Подумай еще. Заключительный вопрос. Давайте еще 2. Вот сзади, вот ты мне уже задавал вопрос в прошлый раз. Да. И в прошлый раз мы не задавали. Давай. Дим, привет, меня зовут Сергей. Если помнишь, я себе на прошлой встрече дарил сгущенку. Вопрос такой, смотри, после прошлой встречи, да, ты сказал такие слова, что жизнь у нас одна, и мы должны прожить ее так, ну,
как мы хотим. После этих слов, ну, я работал, и я сейчас бросил свою работу. У меня... О, Господи! Смотри, личный такой вопрос. Я никому не советовал это со сцены. Да, это мое личное решение, я просто сам для себя это решил и сам для себя это понял. Смотри, такой более личный вопрос. У меня сомнения какие-то, какой-то страх, может быть, еще что-то. Может быть, хочу вернуться как-то, но понимаю, что это будет для меня слишком уже. Ну, то есть я не буду расти, я буду, наоборот, деградировать. Как вообще с этим бороться? Как думать в такие моменты, по-твоему, нужно людям молодым? И чем ты посоветуешь заниматься в 18 лет чуваку, который буквально полгода живет в Москве? Спасибо. Понял, красава, хороший вопрос. Я не работал по найму, у меня был только... Я работал только охранником в магазине и гидом в туристической фирме. Я не считаю это постоянной работой, поэтому я не бросал работу. Вот, и просто как-то был в постоянном... Я понял вопрос. Значит, что касается запуска бизнеса, что касается выбора ниши, можно пойти несколькими путями. Первый путь – это из найма, ну, то есть не уходя с работы, это не обязательно уходить с работы, бросать там все, и я пошел. Куда пошел, вышел на улицу, посмотрел вправо-влево, направо или налево, куда идти. Вот, меня понимают люди, кто постарше, как бы, вот, это круто. Это как бы возможность сжечь мосты. Но сжечь мосты надо тогда, когда ты хотя бы немножко понимаешь, в каком направлении ты хочешь двигаться. Ну, например, ты работаешь в рекламном агентстве, и ты делаешь дизайн. Ну, ты дизайнер. Сможешь ли ты выйти и начать работать самостоятельно, собирать заказы? Можешь, без рекламного агентства. То есть, соответственно, у тебя есть какой-то определенный бэкграунд, который ты можешь реализовать здесь. Что? WhatsApp? Да. Свет у тебя работает? Да, работает. Салам передай всем. Салам алейкум. Красавчик. Мы с тобой обязательно завтра видео снимем. Ты мне написал, я приеду. Не надо бояться, надо снимать. И все, давай, брат. Ребят, в общем, я обратно подъехал, короче, на такси до своей тачки, на Таганке. Все-таки купил тачку, книгу этого, как называется, ну, Дмитрия Портнягина. И вот моя тачка. Да, и будьте повнимательны, ребят. Я заказывал такси, и у меня, не поверите, была указана карточка, оплата карты, но я что-то еще, не знаю, как сказать, потерялся или, ну, допустил ошибку, то, что взял, оплатил. Сейчас. Что еще раз? Да, нет, я понял, это я сам виноват в этом, водитель не виноват, я взял, сам оплатил, он не просил даже, я оплатил и он брал, как бы, и я сразу вышел, спешил немножко. В следующий раз, Тимур, будьте, пожалуйста, внимательны. К сожалению, в следующий раз так сделать не получится. Списание вашего счета будет отменено. Хорошо, спасибо, хорошего вечера. Всего доброго, до свидания. До свидания. В общем, ребят, сделал, оплатил, короче, и карты, то, что с картой списывали, и наличными. Вот и позвонил обратно, чтобы вернули деньги. Как-никак, 400 рублей тоже деньги. Друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Тимур Хусайнов. Что хочу сказать, то что обязательно пишите в комментарии, ребят, стоит ли мне в дальнейшем снимать на схожие темы, такие же видеоролики. Понравилось вам это или нет? Пишите в комментарии, кто знает Дмитрия, что вы знаете про него, ваше мнение, ребят. Ну, вот это видео вы посмотрели, замотивировал вас или нет? Лично меня, как вы видите, я вот такой улыбчивый, да, так скажем, улыбчивый. Как это правильно будет? Ладно, неважно. В общем, ребят, я очень рад, что увидел Дмитрия Портнягина. Я долго мечтал, да, как бы очень долго, как я на него подписан с того момента, когда у него там 300 тысяч было подписчиков. Сейчас до хрена и больше. В общем, ребят, ну у меня сегодня это получилось. Я извиняюсь за качество видео, то, что не очень-то получилось, как я вижу, да, как бы, ну,
с моей точки зрения, так скажем, ребят, я не был готов к этой встрече. Ну, у меня было желание, понимаете, у меня были другие планы, ну, другие дела у меня запланированы были на сегодняшний день. Но так получилось то, что у меня сильное желание было, я все откладывал, короче, и поехал. Ну, я поехал, сфоткался, поговорил, да, то, что мне надо было, то, что я хотел спросить. Я спросил у него про YouTube, про движение, про, ну, то, что мне надо было, я спросил, ребят. Я, конечно, не перед всеми, я перед всеми, когда хотел задать вопрос, я руку поднял, конечно, пока я поднял вот так, у меня начал очковать перед столько народа. Как я задам вопрос? Ну, непривычно, сами знаете, ребят. Но у меня это, я надеюсь, ну, в смысле надеюсь. Я знаю, что у меня это получится в следующий раз. Но так получилось, то, что не выбрали меня. Я не расстраиваюсь, ничего страшного. Сегодня не получилось, завтра получится по-любому. И да, ребят, я уже показывал вам, я купил книгу уже, и я почитаю его. Я знаю то, что будет интереснее по-любому, как прошлая книга. И давайте, ребят, самое главное, подпишитесь, кто не подписан, поставьте лайки. Пишите свои мнения в комментарии о дальнейшем движении этого канала. Поверьте, ребят, я хочу снимать все, и еще раз все. Все о жизни в Москве, о работе, предпринимательстве, бизнес, ну, многое другое, ребят. Как устроиться на работу, как увольняться. Ну, не знаю, но я уверен, что вам понравится. Ну, будет вообще пушка, отвечаю, ребят. Кидаем подписку, смотрим обязательно и поддерживаем. Всех обнял, всем спасибо за просмотр. С вами был еще раз Тимур Хусайнов. Спасибо, что вы есть, ребят. Мои земляки. Таджикистан, Бапеш.